Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как и за что вынесли приговор бывшему начальнику управления по делам молодежи и спорту Нижнекамска. Скажите, пожалуйста, вы согласны с приговором? Покажем, как женщина вывезла из магазина на глазах продавцов несколько тележек с продуктами и не заплатила. Ущерб – десятки тысяч рублей. И нападение с ножом в парке. Меня только что хотели горло подрезать, я закрылся. Почему мужчина ждал покушения? Это и не только прямо сейчас. Взяли под стражу прямо в зале суда бывшего начальника управления по делам молодежи и спорту Нижнекамска. Айрата Абдрахманова сегодня признали виновным в превышении должностных полномочий и присвоении крупной суммы денег. После вынесения приговора на его запястьях защелкнулись наручники. До этого мужчина находился под домашним арестом. Салават Мухмадулин из зала суда. Скажите, пожалуйста, вы согласны с приговором? Экс-начальник управления по делам молодежи и спорту давать какие-либо комментарии отказался. За него это сделал его адвокат. С приговором суда мы не согласны. Суд дал на 3 года 10 месяцев. Считаем, что все доводы надлежащим образом не проверены судом. Лишь приняты голословные доводы позиции обвинения. Айрата Абдрахманова признали виновным в превышении полномочий и в присвоении крупной денежной суммы свыше 1 миллиона рублей. По материалам дела чиновник, минуя кассу, собирал с родителей взносы на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря «Заря» и «Кама». Следователи доказали, что он также организовал поставку сувенирной продукции и бейсболок в лагерь «Заря», которая по факту оказалась лишь на бумаге. Дети их так и не увидели. С сентября 2016 года Айрат Абдрахманов находился под домашним арестом. Под стражу мужчину взяли после приговора прямо в зале суда. Его приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Но сторона защиты намерена обжаловать вердикт в Верховном суде Татарстана. На подачу апелляции у них есть 10 дней. Салават Мухаммадулин, Алсу Арсланова, Евгений Лазаев, Вызов 112. Несколько полных тележек с продуктами смогла вывести из магазина Набережных Челнов мнимая покупательница. Она не пыталась скрыться от глаз персонала. Наоборот, все время общалась с продавцами, загружала товар в тележки, отвозила в машину, возвращалась. Рассказала, что закупает все на свадьбу. Загрузив очередную тележку в машину, в магазин не вернулась и уехала, не расплатившись, причинив ущерб магазину в 60 тысяч рублей. Сейчас подозреваемую ищет полиция. В Сармановском районе в результате аварии погиб 47-летний водитель. Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что возле дома номер 22 по Речной улице в селе Шарлереме перевернулся автомобиль Hyundai Accent. На место отправились пожарные, сотрудники скорой помощи и полицейские. К сожалению, водитель иномарки к моменту прибытия службы спасения был уже мертв. Сотрудники МЧС отключили аккумулятор разбитого авто и извлекли тело погибшего. В Заинском районе пострадал 27-летний пассажир авто, вылетевшего в кювет. Информация о ДТП на единый номер службы спасения поступила накануне около полуночи. Водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», проезжая около села Светлое озеро, не справился с управлением и перевернулся в кювет. На место происшествия выехали пожарные, медики и сотрудники полиции. В результате аварии пострадал 27-летний житель Заинска, находившийся в салоне на момент инцидента. С переломом ключицы и ушибом грудного позвоночника мужчина был госпитализирован в Заинскую центральную районную больницу. Под Зеленодольском сгорел микроавтобус. Инцидент произошел минувшей ночью в селе Осиново. На видео хорошо видно, что машина горит прямо под балконами жилого дома. К счастью, до взрыва дело так и не дошло. На место происшествия оперативно приехали сотрудники пожарной службы. Причины инцидента выясняются. Напали с ножом в парке на мужчину в Нижнекамске. Пострадавший рассказал, что нападавшие метили ножом в шею, но удар он смог отразить. Уверен, благодаря этому и остался жив. А также добавил, что нападение ждал. Сергей Хайдаров узнал, почему. Меня только что хотели горло подрезать, я закрылся. Я нож, сам умудрился вытащить. Вот, смотрите меня, в горло не попали в руку. Это видео пострадавший Александр Пестерев снял на мобильный телефон сразу после нападения в качестве доказательства. Рассказывает, шел через парк, и тут подбежали неизвестные, полоснули ножом и убежали. Сначала мужчина был в ярости и хотел отомстить, но потом пришел в себя. Теперь немножко поразмыслив, и все-таки жена, дети, родители, и говорят, конкретно мать
конкретно мать, дошло до нее информация, это говорит: сынок, говорит, остынь, говорит, сейчас такое время, один, говорит, против там всех не попрешь. Тем более, если ты один вот такой решил, типа, я герой, я за правду, поверь, говорит мне, говорит, сынок, не всегда возможно доказать, дойти. Это нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью. Он таксист и активно отстаивает в Нижнекамске новый сервис вызова автомобилей. Многим это не нравится. Конкуренция и снижение цен на услуги. Говорит, угрозы уже были. Если до завтра доживу, то я приду. Нападение с ножом спустя несколько дней после этой съемки. Доказательств, кто конкретно объявил ему войну, у Александра нет, но не исключает, что это конкуренты. Я считаю, что это, наверное, все одно к одному. Звенья одной цепочки, будем так говорить, потихоньку складываются. Полученные ранения зафиксировали медики. Заявление в полицию он написал и надеется, что правоохранительные органы найдут и нападавших, и подстрекателей, если такие имеются, и выяснят истинные мотивы покушения. Сергей Хайдаров, Александр Комаров, Марсель Джураев. Вызов 112. На перекрестке улиц Татарстана и Левобулачной не смогли поделить проезд два водителя, мужчина и женщина. В выражениях не стеснялись оба. Кадры этого конфликта сегодня попали в сеть. Движение на этом участке было затруднено из-за аварии, и каждый хотел проехать быстрее. Кто прав, кто виноват, непонятно. Светофоров в кадре не видно. Но доказать свою правоту мужчина решил силой. Чем занимаются школьники на переменах, кто такой летчик-пастух и за что жители одного из городов России прохожие приковали наручниками к забору? Ответы на все эти вопросы в рубрике «Сплошные проколы». Это видео было снято на выпускном в одной из российских школ. Музыка во время праздничного концерта была настолько заводной, что один из учеников начальных классов не выдержал и начал отплясывать, стоя прямо в линейке. В каком стиле танцует школьник, непонятно. Одно ясно точно – этот паренек в танцах. А это видео попало в сеть из одной неприметной российской деревеньки. Возможно, страна так и не узнала о ее существовании, если бы не местный конюх. Он настолько хотел продемонстрировать свое мастерство верховой езды перед другом, что даже немного перестарался. Вот смотри! Попытки догнать животное были тщетны. Поняв это, герой видео решил просто расслабиться и отдохнуть. А это очередное видео из российской школы. Именно оно раскрывает секрет, чем дети занимаются в перерывах между уроками. Казалось бы, олимп знаний покорился этому пареньку. Но хрупкая конструкция быстро опускает паренька с небес на землю. Примерно то же самое произошло и с этим мужчиной. Только с небес на землю его опустили прохожие, на чьих глазах молодой человек справлял нужду прямо на улице. Долго не думая, кто-то из них приковал нарушителя прямо к забору до прибытия сотрудников полиции. На видео слышно, что паренек еще легко отделался. Ты скажи спасибо, что откуда писаешь, не пристегнули. А это видео снято на видеорегистратор. На кадрах видно, как уборочная машина просто смывает струей воды недавно нанесенную разметку на дороге. Зато за качество своей работы водитель может ответить, в отличие от тех, кто наносил разметку. Сергей Хайдаров, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.